Дорогие зрители, здравствуйте! Мы начинаем работу нашей площадки «Апсны Хабар Асыс», на которой мы обсуждаем проблемы, волнующие наше общество. И сегодня мы хотели бы поговорить о модернизации абхазского образования. И я рада приветствовать нашего гостя, преподавателя Абхазского государственного университета, методиста Министерства образования Республики, а также автора множества учебников по изучению абхазского языка Аду Кварчелия. Ада Алексеевна, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли к нам в студию, чтобы высказать свою точку зрения по поводу улучшения качества абхазского образования. Спасибо вам также за приглашение. Мне очень приятно, что я в числе первых приглашенных вашего канала, новой площадки, где можно выражать свою точку зрения. Это очень приятно. Именно это отрадно то, что здесь можно выражать, обсуждать социальные наши проблемы, которые волнуют нас и наше общество в целом. Спасибо вам большое. И прежде чем мы начнем беседу, хотела бы попросить наших зрителей подписаться на канал Апсны Хабар. И чем больше людей это сделает, тем больше узнают о нашем проекте. Ада Алексеевна, о необходимости модернизации абхазского образования в нашем обществе говорят очень часто, и такая необходимость была продиктована временем, поскольку мы теперь живем в эпоху информационных технологий и глобализации, и эти процессы вынуждают нас к переосмыслению модели нашего образования. И этот вопрос встал перед нами наиболее остро, когда опасная во всем мире коронавирусная инфекция проникла и в нашу республику. Одним словом, COVID-19 обнажил все проблемы нашего образования. Ада Алексеевна, вот вы очень часто выступаете на тему модернизации нашего образования. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу отечественного образования. Вы согласны с тем, что ситуация в сфере образования кризисная? Как давно, на ваш взгляд, существует этот кризис и из-за чего он произошел? Сегодня модернизировать систему образования – это императив времени. Эсма, как вы подметили правильно, мы, конечно, живем сейчас в постиндустриальное время, в цифровую эпоху. Поэтому каждая эпоха диктует свои какие-то требования. Система образования, она практически выполняет требования государства и общества. В советское время ставились определенные задачи, и они выполнялись. Сегодня же требования совершенно другие. И сегодня реализовывать задачи 50-летней давности просто неразумно и нецелесообразно. Надо к этому так подходить. Но мы одна из тех стран постсоветского пространства, которое переживает эти кризисные ситуации, периоды. К сожалению, да, мы вот все республики были на тот период, республики Советского Союза, они после распада у всех были, в общем-то, одинаковые стартовые позиции. Кто-то вышел вперед, например, та же Эстония, она очень довольно-таки вышла на высокий качественный уровень образования. Кто-то, такие как мы, в силу политической какой-то неопределенности, непризнанности, к сожалению, оказались в такой ситуации, когда мы пока еще держимся за ту советскую традиционную методику. Но, как вы сказали, вот именно пандемия нам показала уязвимые наши места, и что уже у нас нет времени, и не нужно держаться за то старое, удерживать ту советскую систему, которая была. Да, эта советская система, она, да, была проверена десятилетиями система, но опять-таки говорю, в цифровую эпоху ставятся другие задачи. Это эпоха, которая породила экономику знаний высоких технологий, и поэтому главными специалистами у нас должны быть интеллектуалы во всех областях и во всех сферах нашей жизнедеятельности. Также
Сегодня эпоха, как век не обучения и преподавания, а сегодня век учения. Вот, вы знаете, недавно вот смотрела вебинар по сингапурским инновационным методикам, и вот там спикер рассказывал о том, что в Сингапуре учителя каждые 2 недели проходят тренинг, и именно, вот подчеркнула она именно это, в стенах образовательного учреждения, в котором они работают, для того, чтобы ученики видели, что их учителя тоже работают. То есть мы сегодня поставлены в такую ситуацию, когда мы постоянно учимся и переучиваемся, потому что будет через неделю, очень сегодня сложно сказать. И, конечно, сегодня воспитывать нужно другого человека. Что касается советской системы, вот почему нужно именно от нее отходить, на мой взгляд. Все-таки, так как мы все-таки ее удерживаем, ну, и поэтому в настоящее время наблюдается, конечно, разрыв между системой образования и требованиями жизни. Известные нам зоны, знания, умения, навыки, они, конечно, сегодня приобрели самостоятельные смыслы и как бы вообще не слабо связаны с жизнью. В таких условиях, конечно, обучение происходит в очень таких сложных условиях. То есть ребенку становится скучно, неинтересно. То есть здесь с разных сторон учеба становится очень затратным делом, в первую очередь с психологической точки зрения и с физиологической точки зрения. Почему? Потому что здесь исходно хорошо учится ребенок здоровый и с высоким интеллектом. Поэтому так получается, что вот эта система, она делила, к сожалению, детей на способных, неспособных, на интеллектуалов и неинтеллектуалов. И получалось так, что многие гениальные люди даже, в общем-то, итоге даже не подозревали своих талантов. Вы сами знаете, как бы вы сама молодая, но всегда навешивался ярлык это двоечника, троечника, четверочника. Современная система модели образования, она настроена, направлена на раскрытие каждого ребенка, то есть используется здесь персонализированный подход. Вот что касается вот советской системы. Советская система, она еще имела, программа была унифицирована, то есть она как бы на усредненного ученика была рассчитана, да? Здесь не учитывались ни желания, ни способности ребенка, да? Ну как бы еще как бы здесь как бы вырвана была такая мотивация, как творческая активность, а ученик больше такой выполнял такую более пассивную роль. То есть активности не было. Это был обычно репродуктивный урок. Учитель транслировал знания свои, ученик это воспринимал, слушал и обратно же передавал эту информацию. Сегодня, конечно, есть такой канадский исследователь, ученый по вопросам образования, по развитию образования за последние десятилетия, Майкл Фуллан. И вот он очень самый такой цитируемый ученый. И вот он поделил новую педагогику на старую и новую педагогику. Старая педагогика – это акцент здесь делается на фокус на содержательную часть образовательного процесса. Обычно оценивается больше, знаете, как бы предметное знание самого преподавателя, насколько поставлена у него речь, как он красиво разговаривает, а сам процесс, конечно, он как бы уходит на второй план. И новая педагогика, здесь, конечно, учитель
не репродуцирует те знания, которые были написаны когда-то 20 лет, а наоборот, отталкиваясь от этих знаний, он вместе с учениками конструирует, изобретает, создает и создает новый образовательный продукт. И, конечно, здесь, в этой новой педагогике, ИКТ, информационные компьютерные технологии, являются частью образовательной системы. А вот что касается, если сравнивать старую педагогику с новой педагогикой. Вот. Ну, Ада, вот говоря о ситуации с ковидом, почему у части нашего населения сложилось такое негативное отношение к онлайн-образованию, несмотря на то, что это была временная и вынужденная мера? К сожалению, ну, конечно, пандемия ворвалась в нашу жизнь, да, и подчинила под свои какие-то, да, условия. То есть мы оказались один на один с этими проблемами. Опять-таки, вот старая вот педагогика, там, где вот эти ИКТ, да, современным вот этим информационным технологиям, к сожалению, не было места. Это, и поэтому тут оказались преподаватели, конечно, неподготовлены. Дети, несмотря на то, чтобы, казалось бы, они владеют современными технологиями, но это немножко другой, иной ресурс. Вот. Конечно, здесь вот наша неподготовленность, но это не только вопросы нашей страны, это, в общем-то, изменило весь мир в целом. Те страны, у которых уже не первое десятилетие, вот эти компьютерные технологии оказались уже частью учебного процесса, конечно, они так это болезненно не восприняли, как это восприняли у нас. Это была та ниточка, которую мы могли еще удерживать, этот учебный процесс. Но с другой стороны, вот, казалось бы, пандемия свои коррективы внесла, но тем не менее, она как бы, тем не менее показала на уязвимые места и заставила пересмотреть многие вещи в сфере образования. То, что нам нужно преодолеть цифровой разрыв в сфере образования, это уже сегодня очевидно, это должно быть уже естественным пониманием для нас, для всех. Сегодня, ну что такое вообще модернизация так в целом, если да, почему такое сегодня требование именно модернизации? Мы живем совершенно в другой социально-экономической среде. Что модернизация – это, в принципе, процесс адаптации к существующей социально-экономической среде нашей страны. И поэтому, конечно, здесь надо пересмотреть много чего, многие моменты. В первую очередь нужно поменять ментальность общества, ментальность, в первую очередь, учителей, ментальность родителей в том числе. Это гораздо сложнее, может быть, даже, знаете, я, как в одной статье об эстонском образовании, они писали, что иногда бывало, можно было найти, легче было найти деньги на вот реформирование, чем поменять ментальность учителей. С этими проблемами мы тоже сегодня столкнемся. Почему? Потому что мы только сейчас мы начали об этом говорить. Мы только на таком вот этапе, когда мы только появляются вот такие голоса, которые уже озвучивают, что нужно меняться. Что для этого делать? У нас, конечно, нету четкой такой обозначенной образовательной стратегии. В ныне существующей системе образования, конечно, очень много вопросов, очень много проблем. У нас нету, к сожалению, единых критериев оценивания качества образования. У нас нету единой диагностики образования. В условиях, когда
отсутствует полноценная объективная информация, очень сложно формировать стратегию развития образовательной системы. Очень, конечно, А как сложно. образование оценивается у нас в На Абхазии? сегодняшний день у нас такая традиционная система оценивания, но она, понимаете, как довольно-таки необъективная. Это оценивание. В основном это такие статистические данные по результатам учебного процесса. Но что сказать, проследить, постоянного мониторинга на каждом этапе образовательного процесса, к сожалению, у нас этого нет. Поэтому, конечно, мы сегодня должны смотреть, изучать методики и технологии передовых стран с успешной системой образования. И сказать, что вот какая-то европейская модель лучше или там сингапурская модель лучше, и нужно это взять и как бы под копирку сдублировать, конечно, здесь не получится. Мы должны изучить тщательно, взять оттуда лучшее, взять с азиатской системы, с европейской системы что-то лучшее и выстроить свою национальную систему. Здесь очень важно, чтобы мы вошли в это глобальное образовательное пространство, заняли достойное место, но и при этом сохранили свое культурное наследие, потому что это вопрос национальной безопасности нашей страны, на мой взгляд. Именно сохранить свою культуру, свои традиции и, самое главное, выстроить национальную систему образования. А как вы изучаете вот те модели, которые нам подходят? Вы выезжаете на места, либо приглашаете сюда специалистов? Как это происходит? Знаете как, конечно, выехать куда-то на сегодняшний день, тем более в период пандемии, это, конечно, вообще сложновато и неудобно. Сейчас вот, слава богу, есть интернет, и вот интернет-ресурсами мы пользуемся, это спокойно можно выйти, подписаться на любого ведущего тренера, это можно послушать и вебинар и так далее. То есть для саморазвития здесь никаких проблем нет. Вот даже сегодня проходит в Министерстве просвещения вторая международная конференция по инновационным методикам, где приглашены спикеры, международные спикеры. В основном это, конечно, из Российской Федерации, но где освещаются вот эти вопросы модернизации образования, инновационные технологии в обучении. Конечно, это вот эти наши первые шаги, которые, думаем, дадут какие-то результаты. Конечно, мы не ожидаем, что это прям сразу воспримут, сразу подхватят. Этого, конечно, сегодня не будет. Это ожидаемо. Но, тем не менее, эти шаги нужно делать, и смело нужно делать. Не бояться этих перемен и не бояться ошибок. Тоже это очень важно. А сколько вообще времени нужно для проведения этих реформ, о которых вы говорите? Вы знаете, вот как-то можно сказать, что касаемо вот эстонского образования, да, они за 20 с чем-то лет несколько раз реформировали, буквально несколько раз реформировали. А финское образование, как-то вот недавно слушала одно интервью одного финского специалиста в сфере образования, он сказал, у нас реформирование постоянно, потому что время постоянно меняется, и постоянно нужно подкладываться, подстраиваться под это время. Вот. Поэтому так сказать какие-то сроки, просто нужно свою образовательную концепцию выстраивать. В среднем, наверное, это на переподготовку где-то учителей, конечно, от 3 до 5 лет в любом случае, наверное, уйдет. Вот.
для обучения, потому что именно переподготовка учителя – это просто ключевой момент в реформировании образовательной системы. Иначе это, знаете, еще Ушинский, основоположник русской классической педагогики, научной педагогики, сказал, что любая реформа проходит через головы преподавателей. Поэтому без вот этого основного звена мы не сможем ни на шаг продвинуться. Ну а так, конечно, если говорить о модернизации вообще, да, в целом, есть такие, можно сказать, революционные такие технологии образовательные, которые, в общем-то, повернули, изменили вообще внутренний вид даже образовательного процесса. Сегодня в тренде, вот я просто хочу остановиться, это такая технология, это как перевернутый урок, это проектное обучение тоже. Это особо хочу перевернутый урок, это тогда, когда предварительно изучается материал, то есть преподаватель отправляет там видеоматериал какой-то или там ссылку с обратной, конечно, связью, там с какими-то проверочными тестами, с критериальными какими-то, с критериальным оцениванием, таблицы с критериальным оцениванием. То есть предварительно изученный материал, он гораздо делает процесс обучения гораздо эффективнее. То есть ученик уже входит в этот процесс обучения, на этот урок, уже зная, что уже об этом уроке уже что-то зная. И он может, соответственно, задать эти какие-то определенные вопросы. Вот, знаете, вот говоря вот о новой методике, там вот эта методика держится на доверительном отношении между учителем и учениками. Почему? Потому что все-таки что такое учеба? Это постоянно, когда ребенок выходит из зоны комфорта, когда ему что-то непонятное, он ошибается, еще раз непонятное ошибается. И вместо поддержки в традиционной методике, он все-таки здесь получает обратную связь в виде оценок. Это 2, 3, 4 и так далее. Здесь нужно именно поддержать, чтобы у ребенка было желание задать вопрос. Пускай это неправильный вопрос, и пускай это но и по этому вопросу мы можем уже понять, насколько ребенок освоил материал, насколько он вовлечен в этот учебный процесс. Знаете, вот так как вот основная цель вот современного образования – это все-таки сформировать навыки саморазвития у человека, так, чтобы этот человек мог эффективно участвовать в жизни, люди могли эффективно участвовать в жизни нашего общества, уметь решать глобальные вопросы, важные вопросы для нашей страны, то есть иметь адаптационные навыки. Уметь принимать решения в самых неопределенных условиях. Для этого человек должен владеть компетенциями 21 века. Это коллаборативность, креативность, коммуникативность, технологические навыки, личностные навыки. То есть вот эти современные технологии, современные образовательные технологии, плюс в них в том, что ребенок создает свой образовательный продукт вместе с преподавателем.
свой именно уникальный продукт. То есть он не может там вытащить это, взять и скачать там с Гугла какой-то готовый реферат и так далее, или там какую-нибудь статью другую. Здесь он должен именно создавать именно только свое. И вот также вот очень хочу отметить, это проектная деятельность. Проектная деятельность – это эффективное использование уже полученных знаний в практике. В практике здесь вот решение вот этих задач, связанные с проектной деятельностью, они как бы на пересечении нескольких предметов. То есть здесь могут затрагиваться и вопросы математики, и вопросы биологии, и вопросы экологии. То есть ко всему проблемное такое отношение, ко всему такое проблемное видение ситуации. Если это касается экологии, то ученик должен подходить это так, а что я могу изменить в жизни моего города. Вот проектная деятельность, она, кстати, готовит к реальной жизни. И мне вот в ней очень что нравится, там формируется такое понимание, как гражданство. То есть эти проекты направлены в основном на жизнь города, на решение задач, там, проблем города, района, сообщества, то есть страны в целом. То есть он становится не формально, а искренне, как бы настоящим гражданином своей, допустим, страны, своего города, района, так скажем. И здесь вот именно формируется живой патриотизм, а не формальный. Вот к этому нужно подходить. И вообще целиком современное сегодняшнее образование, оно имеет такое практически ориентированное образование. То есть советская вот система, она давала академические знания, но сегодня, к сожалению, этого недостаточно. Еще надо уметь использовать эти знания в самых неопределенных ситуациях и в самых неопределенных условиях. Вот. И этих технологий очень много, которые вот поменяли как бы изнутри целиком систему образования. И самое главное, что здесь изменилась позиция из пассивной позиции, они перешли в активную позицию. Знаете, еще известный педагог, философ начала XX века Джон Дьюи сказал, что образование – это не подготовка к жизни, а это сама жизнь. Вот необходимо подготовить человека к быстрой быстро ориентироваться. Быстро ориентироваться к социализации, к быстрой социализации. Поэтому в современную систему образования также нужно вводить такие нужные, на мой взгляд, предметы, как финансовая грамотность, юридическая грамотность, программирование, там ораторское искусство, да, чтобы человек умел презентовать себя. То есть это на сегодняшний день это такой необходимый набор вот этих предметов, дисциплин, которые связаны между собой. Ну так. А ресурсы, необходимые для реформы абхазского образования, у нас есть? Самое главное, здесь нужно, конечно, понимание как сверху, как снизу, так и сверху, естественно. Тут движение должно быть с обеих сторон. Поддержка и со стороны общества, и поддержка, конечно, со стороны преподавателей и родителей в первую очередь тоже. Вот. Конечно, это большие затраты, что и говорить, но другого у нас пути нет.
Ну, помимо затрат, специалисты. Однозначно, да. Но самое главное, вот несмотря на такую сложность нашей ситуации в образовательной системе, но у нас есть высококвалифицированные специалисты во всех секторах образования, начиная от дошкольного образования, заканчивая высшим учебным заведением. И пока эти специалисты есть, нужно нам изменить свою систему образования. У нас есть на кого опираться на сегодняшний день. Хочу что сказать. У нас единственный путь – это только образование. Образование должно стать стержнем для становления и укрепления нашего государства. И это будет импульсом для социально-экономического развития нашей страны. Иначе у нас из года в год будут появляться социальные проблемы, и мы просто в этом глобальном мире, к сожалению, растеряемся. Ада, у нас есть основа для проведения реформ в образовании или же фундамент новой модели образования нужно закладывать заново? Можно сказать, пока, конечно, у нас есть основа. У нас есть прекрасные преподаватели, у нас есть, в конце-то концов, и высшая школа, высшие учебные заведения, и преподавательные там. И, конечно, здесь наследие от советской системы, да, вот что мы можем, это, во-первых, то, что образование должно быть доступно для всех. Это просто красной линией, чертой должно проходить, что образование, качественное образование и бесплатное должно быть доступно для каждого ребенка, живущего в самой отдаленной точке нашей маленькой страны. А вот мы говорили о ситуации с ковидом. Вирус, слава богу, пошел на спад, школы работают в прежнем режиме, но мы не знаем, как вирус может себя повести завтра. Может быть, школы нужно будет закрывать заново. И как быть в этой ситуации, и как предоставить нашим школьникам качественное образование? Знаете, уже можно сказать, вчера уже нужно было начать переподготавливать учителей по вот этим информационным технологиям, обучать им вот этим технологиям, образовательным технологиям, создавать центры для них. Почему? Потому что неизвестно, что будет завтра. И точно так же нужно обучать учеников наших. У нас очень ограниченное время, и каждый шаг, каждый человек должен переосмыслить, понять, что нужно для этого делать. Сегодня интернет дает огромнейшие возможности. Это можно все делать, не выезжая, в конце-то концов. Это можно делать, сидя даже дома. Переучиваться. Он дает огромные возможности. Почему? Потому что знаете, как бы люди, понимание информационных цифровизации в образовании, как бы у них ограничивается только в слове онлайн, к сожалению. Но это не только онлайн, это огромнейший спектр возможностей для учителя, где всякие сайты, где наполнен предметным каким-то контентом, где моментальная автоматическая обратная связь с учениками. То есть всему это можно сегодня учиться. Главное было бы желание. Все сегодня в наших руках. Нужно это озвучивать, нужно смело идти вперед. Я думаю, что все понимают прекрасно, что сегодня наша сила только в качественном именно образовании. Это очень важно. Говоря о модернизации абхазского образования, невозможно не сказать и об абхазском языке. А как все-таки повысить статус абхазского языка и какова роль в этом у образования? Ну, статус абхазского языка
Конечно, это все-таки в первую очередь государственный язык. Да? Когда мы говорим государственный язык, это означает, что если он должен нас сопровождать везде, это в семье, это в школе, это на работе, это в армии, то есть это везде. Вот тогда он дойдет до уровня государственного языка. Конечно, сегодня в одночасье сказать, что вот все заговорят на абхазском, нет, это нельзя. Сегодня это пока невозможно во всяком случае. Но именно в системе школьного образования позиция абхазского языка укрепятся, это точно. Но для этого тоже нужно создавать условия, пересмотреть все программы, создавать разные учебные линии, дополнительное пособие. То есть это вплоть до того, что ты зашел в школу и должны на тебя смотреть должны говорящие стены. Коридоры должны быть образовательным тоже пространством. Тоже можно, и это тоже можно использовать для повышения статуса абхазского языка однозначно. То есть сегодня все этнические группы, они проявляют открытость, проявляют желание, изъявляют желание изучать государственный язык. И это уже приятно, что есть такой сегодня настрой. Знаете, я как-то смотрю, больше люди разговаривают лозунгами, нежели чем что-то делают. Знаете, начинают обвинять, вот, что родители виноваты, те виноваты. Надо уже отойти от этого. Это ничего не принесло. Не принесло. Это и в советское время было, с абхазским языком была проблема. Почему? Потому что, во-первых, это был репрессированный язык в советское время. Во-вторых, еще очень важно то, что это язык малочисленного, к сожалению, народа. Конечно, он испытывает давление со стороны языков давление со стороны больших языков. Но сегодня существуют механизмы взаимодействия. Это можно сделать. Опять-таки, нужно смотреть на международный опыт, изучать, создавать рабочие группы, привлекать международных экспертов и работать однозначно. Но в первую очередь, конечно, опять-таки я подчеркиваю, что ситуация может только измениться. Это если мы внедрим правильные методики и правильные технологии изучения абхазского языка, это в дошкольном образовании и в системе школьного образования. Немало, кстати, этот фонд приложил усилий для того, чтобы именно в дошкольном также образовании внедрили бы языковое погружение на абхазском языке. Была подготовлена и проделана огромнейшая работа по созданию учебно-методического материала. И что есть такие сегодня люди, это уже радует. Это значит, у нас все впереди, и я думаю, что у нас будет сейчас успешное будущее. Какие учебники необходимо для этого создавать? Вы знаете, конечно, сейчас и бумажный контент должен быть, и электронный и электронная версия. Вообще необходимо в электронный формат переводить сегодняшние учебники. Ну, во-первых, дети как-то, им приятно, это дети, которые уже постоянно работают больше с компьютером, как бы. Здесь, конечно, вот эти учебники в электронной форме одно, но еще, конечно, нужно здесь разрабатывать различные программы. Это тоже, кстати, вот один из таких мейнстримов в сфере образования, это геймификация, то есть использование игровых методов в сфере обучения. Почему? Потому что ребенок вовлекается, и точно так же это можно сделать под наш абхазский язык, разработать всякие программы, языковые программы. Это будет необходимо это поставить на поток. Опять-таки, это, конечно, серьезное финансирование, но опять-таки это все зависит от нас. Но это все возможно? Да, все это возможно. Все это, конечно, возможно. Главное было бы желание и правильно организованная работа. Правильно организованная работа.
Ада Алексеевна, на этом мы завершим наш сегодняшний эфир. Спасибо. Еще раз хочу вам выразить слова благодарности, что пришли к нам в студию, ответили на все наши вопросы. Я надеюсь, что мы еще не раз увидимся на этой площадке, где у вас будет возможность высказаться уже о реформах, которые проведены в сфере образования. Спасибо еще раз, что вы меня пригласили. Очень приятно, что сегодня освещаются эти вопросы, эти, может быть, где-то и неудобные вопросы, но тем не менее их нужно озвучивать, освещать, и что появилась такая площадка, очень приятно. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Спасибо большое, всего вам доброго.